Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. В чем ждет вас победа? Какую награду вы скоро получите? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, в чем ждет меня победа, какую награду я получу. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Вот очень интересно, чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Ваш вид деятельности, род деятельности. Вы работник предприятия, либо вы работаете сами на себя. Здесь какие-то удивительные события связаны именно с вашей работой. Работа, то, что вы делаете руками, головой, не важно. Важно это именно ваша энергетика. Вы во что-то вкладываетесь, и вы от этого получаете ответ. Может быть, вы даже готовите что-то, да? Может быть, вы не работаете, но вы готовите, либо чем-то занимаетесь, я не знаю, вяжете, шьете, там, выращиваете что-то в конце концов. Вот ваш вид деятельности, вот то, чем вы с душой занимаетесь, а вы ведь по-другому не можете, только лишь с душой. Вот именно здесь вас ждет и победа, и награда. Возможно, вот именно сейчас, да, недавнее прошлое, сегодняшний день, вам нелегко. Есть какие-то подводные камни, есть какие-то неудачи, какие-то ваши надежды, да, даже самые скромные, пока не оправдались. То есть от вас идет стопроцентная отдача, а результат, ну, он какой-то вот прям мизерный, либо нулевой, может быть, даже у кого-то. И вам очень грустно, хочется сдаться, хочется опустить руки. И нерв идет, да, вот хочется психануть и послать все куда подальше. Вот такое состояние. Мои хорошие, я вас умоляю, не думайте даже об этом. И ни в коем случае этого не делайте. Как бы тяжело вам сейчас не приходилось, продолжайте, продолжайте. Не для кого-то, не для результата, для себя продолжайте. Вот это очень важно. Поверьте, вас ждут невероятные события, просто невероятные. Ну, тут награда как награда, понимаете, это не награда, это джекпот. Действительно джекпот. Так. Вот эти проблемы, которые вам мешают. Здесь, знаете, у кого-то зависть отыграется. Ну, действительно зависть. Ну, допустим, да, вы мастер маникюра. Да? Вы мастер маникюра. Вы очень хорошо все качественно делаете. Вот, люди вас хвалят, люди вас любят, хорошо о вас говорят. А есть, например, рядом другие мастера, там либо работают рядом, либо конкурирующие организации. Вот, они очень негативят вашу сторону и глазят, действительно глазят ваш успех, то, что к вам люди идут, то, что вас хвалят. Прям такой, знаете, негативный дождь идет, да, вот дождь из негатива, такие черные капли капают на вас. Здесь однозначно сглаз был, но этот сглаз, он уйдет. Возможно, вы сейчас проводите чистки, может быть, какие-то обряды совершаете, вам это поможет, это уйдет. И тут за вас даже высшие силы, вот они выступают, они отведут эту беду от вас. То, что сейчас клиентов мало, либо вот как-то проредели ряды клиентов, это все этот сглаз подействовал. Либо наговоры, дурные наговоры в вашу сторону. Знаете, могли специально о вас там говорить, что вы что-то делаете не так, либо какие-то были ужасные там случаи.
последствия и прочее, прочее. Это могло быть. И это очень сильно, кстати, подкосило ваше дело, либо ваш бизнес. Вот. У других людей отыграется проверка на прочность. Да, звучит так себе, странно, но так оно и было. Вас проверяли на прочность. Вот насколько вы выносливый человек, насколько вы психически стабильный, сильный человек. Проверяли вас высшие. Потому что то, что вам уготовано, ну, как неподготовленному человеку сложно будет принять и сложно будет с этим справиться. Так, ну теперь самое приятное, что же будет? Не могу сказать, какая причина, но я это уже вижу не первый раз. Вот те, кто против вас выступает, кто с вами конкурирует, кто на несколько шагов впереди вас, а кто-то даже и не на несколько, а намного больше. Вот что-то неприятное с этими людьми происходит. Идут какие-то изменения. Вот изменения очень жесткие, я бы даже сказала жестокие. И очень много людей, кто в вашей работе, в вашей сфере, они попадут под эти изменения. Вот именно как жертвами этих изменений станут. Вот так даже хочется сказать. Их вот как в боулинге, да, вот летит мяч и разбрасывает эти кегли. Вот то же самое будет с вашими конкурентами. Вот разбросают их. Встать они уже не смогут. Нет, ну, конечно, будут пытаться, но нет, встать они не смогут. Вас вот как в стороне держат, да, вас это не коснется. Тех всех раскидают, а вы как стояли, так и будете стоять. Если вы работали на каком-то предприятии, идут какие-то глобальные перемены в плане там сокращений, увольнений, либо люди вот будут сами увольняться по каким-то причинам. Не могу сказать, что за причины. Очень много как будто бы появляется и работы, и свободных мест, и вы становитесь просто мега востребованы, просто мега к вам, ну, либо предложений очень много по работе придет, либо очень много клиентов к вам придет. Вот это я вижу. Может быть, действительно, вы пирожки печете, допустим, да, для себя, там, угощаете людей. Вот. Придет такой час, когда вы будете эти пирожки печь на продажу, и там прям люди будут биться за эти пирожки, понимаете? Вот. Еще станете шефом, шеф-поваром. То же самое вы вяжете, да, вы вяжете там носочки, там, не знаю, рукавички, там, свитерочки. Вот, тоже вяжете для себя, там, для близких. Ну, люди пока не интересуются. Но идет такое время, когда вот прям действительно заказов будет на год вперед. Вот, вы будете любимым делом заниматься, да, вязать. И плюс денежку очень хорошую будете зарабатывать. Так, ну а для тех, кто сам на себя работает, ну это ваш звездный час. Звездный час занять просто какое-то место, вот свою нишу, да, свое место на рынке. Но без конкурентов здесь, конечно, шикарно все будет, просто шикарно. Так, и еще момент. Какая-то идея, какая-то мысль, либо уже у вас в голове крутится, либо появится в ближайшее время. Абсолютно гениальная, и эта мысль способна вас, вывести на просто запредельный какой-то уровень. Просто вот смотрите, то, что вы придумали, то, что вы реализуете в будущем, а вы ведь реализуете то, что вы придумали, повторить никто не сможет. Вот никто, понимаете? Никто и никогда. Да, будут пытаться, но эти все потуги, они просто жалкие и никчемные. Вот правда, поверьте. Может быть, вы даже это все как запатентуете. Может быть, вы там что-то придумаете, будете потом лицензии продавать и свои лицензионные сборы получать. Но что-то невероятное идет. Это, конечно, не для всех, но вот парочка человек тут точно присутствует. Это либо вы, либо ваш супруг, да, мужчина, который рядом с вами. Но у вас это дело как на двоих идет. Вот это будет, и это будет просто мега-бомба, которая вот действительно вот вынесет вас туда, где небожители. Да. Кстати, у кого-то появятся клиенты из селебрити, да, то есть люди богатые, популярные, вот, к вам будут обращаться. Возможно, вы вот выйдете на такой уровень людей, которые
ну, не заморачиваются по поводу стоимости, не просят скидок, либо каких-то дискаунтов, да, платят щедро, платят много, и работа в удовольствие идет. Да. Станете тоже серебрите, но в своем деле. Я вас, мои хорошие, поздравляю. Вы не зря сюда зашли, вы должны были это узнать. Единственный момент, еще раз повторюсь, ни в коем случае не останавливайтесь, не сдавайтесь, не опускайте руки. Все будет, и все будет просто шикарно. Так, для тех, кто у меня, кстати, работает по найму, либо ищет работу, вот у вас открывается море предложений. Здесь предложения посыпятся разнообразные, из разных сфер, из разных компаний. Может быть, вы знаете, как, ну, ищете работу, вы знаете какие-то крутые компании, фирмы, и вы даже не мечтаете там работать, там большая конкуренция, либо плотность сотрудников, вы понимаете, что туда просто так не устроиться. Поверьте, вот именно оттуда вас и будут звать. Не то, чтобы звать, умолять. Придите, пожалуйста, ну, пожалуйста, работайте на нас. Вот такой момент я тоже вижу. Да, победа так победа, награда так награда. Замечательно. Так. Ну, давайте вот разберемся. У меня вот пятерочка это смущает, перевернутая, правда. Но все равно пятерочки это нехорошие знаки. Это знаки врагов, недоброжелателей, каких-то вот ударов, подножек, ну и всякого свинского поведения. Вы с этим поведением очень часто сталкиваетесь. У кого-то это конкретный человек, ну, допустим, да, у женщины мужчина, который неадекватно себя проявляет и очень грубо с вами обращается. Вы от этого мужчины очень много больки вот ежедневно испытываете, потребляете. У кого-то отыграется, что соперница. Женщина жестокая, без всяких моральных ценностей и принципов. Ну, вот прям бьет по запрещенным местам. Вот. А вы с высокой моралью человек, вы как ответить не можете. Да? То есть вы не можете переступить через свою совесть и таким же образом ей ответить. Она этим пользуется. Какой-то, ну, недоброжелатель, враг, да, либо мучитель отыграется. Вы очень много страдали от этого человека, у вас не было возможности противостоять этому человеку. Но понятно, если женщина живет с угнетателем мужчины и полностью от него зависит, еще если детки есть, и, как говорится, своего угла нет, то и деваться некуда, да, терпи, как говорится. А если вы такая соперница, которая, извините, действует такими методами, то тоже у кого защиты искать, кому идти, да, к кому обратиться, чтобы вас защитили. Вот не было возможности от этого всего избавиться. У вас, смотрите, у кого-то отыграется, что появится заступник, появится человек, который за вас заступится. То есть вы не можете по морально-этическим принципам, а этот человек скажет: да, для меня не проблема, вот все, что хочешь, что я сделаю, да? Я за правду. А, как говорится, за правду любые методы хороши. В отличие от вас ничего не стесняется, ничего не боится и заступится. Заступится так, что мало не покажется. У других же отыграется, что вмешается судьба. Как говорится, случай, да, волей случая того человека, кто вас мучил, но я не знаю, куда-то попадет, причем в какие-то невероятные условия, жесткие, и он уже оттуда как не выберется, не выпутается. Да? У кого-то отыграется, что мужчину заберут правоохранительные органы по какому-то делу, обвинению, либо, ну, Бог его знает еще почему, да, его как забирают, понимаете, его забирают, выдергивают из жизни, из привычных условий и забирают. А вы, соответственно, остаетесь освобожденная, остаетесь, например, в тех условиях, где вы жили, то есть это уже как вам переходит. Мало того, девочки, вот у кого от мужчины очень много боли было, этому мужчине, получается, за вас как бумеранг идет. Я не могу сказать, что вы прям просили, чтобы его наказали, но вы просили защиты от него. А тут видите, как и защиту вам сделают, и накажут этого человека. Накажут. Возможно, с ним даже что-то произойдет такое нехорошее, что за это заплатят. Да, ну, например, да, человек, ну, я не знаю, какой-то страховой случай. Я тоже и каркать особо не хочу. Вот что-то произошло, да, это попадает под страховой случай. То есть вы избавляетесь от мучителя, и вам еще и компенсацию денежную платят. Понимаете? Вот как-то так идет.
Так, и еще момент, вот четко показали мне какую-то женщину, очень злобную, очень коварную, но она старше, гораздо старше, чем вы, и она вам как жизнь испортила, вот действительно испортила. Вы могли бы быть счастливой, вы могли бы жить и наслаждаться жизнью. А из-за ее коварства, из-за ее вот этой подлости, агрессии, я даже не знаю, как это назвать, стервозности, вы очень много страдали. Вам от этой женщины что-то приходит, либо какое-то имущество, либо тоже, знаете, как какие-то средства, деньги, может быть, даже какие-то ценные украшения. Не могу сказать, каким образом это придет, но то, что было ее, станет вашим, да, вот как высшие силы распорядятся, чтобы она вам вернула, либо скомпенсировала всю ту боль и неприятности, которые вам причинила. Да, ну что, сделаете вы ее, так сделаете. Так, в чем еще вам ждать победы? В любви победа идет, действительно в любви. Знаете, вы как будто бы добьетесь, чтобы мужчина принял правильное решение. Вот действительно правильное. Может быть, мужчина заблуждается, может быть, он никак решиться не может. Может быть, там еще какое-то влияние на мужчину идет. Вот. Вы долго ждали, вы долго скромничали, вы долго никаких действий не делали в сторону мужчины. Да, вы его там не подгоняли, не шантажировали, не знаю, там вопросы ребром не ставили. Вы просто ждали, да, чтобы он сам решил. Вот это ваше ожидание даст очень положительный результат. Мужчина с чем-то столкнется, и у него как глаза откроются. Ну, допустим, если кто-то на него влиял, то он поймет, что этот человек не желал ему добра, наоборот, желал, там, не знаю, подчинить себе. И если мы говорим о семье, о создании семьи, мужчина, например, боялся семьи, не хотел там вступать в брак, тоже, вот знаете, как что-то увидит, узнает, почувствует, там, приснится ему что-то, либо на примере другого человека. Вот поймет, что время уходит, и нужно действовать очень быстро и активно. А вы, моя хорошая, в его глазах просто святая женщина, потому что вы на него не давили, вы его не подстегивали, вы вели себя очень скромно и спокойно. Вот он скажет: боже, какая женщина, даже ангелочка не женщина, а я такая дурачина, тут голову морочу и себе, и ей. Надо действовать, и действовать как можно скорее. Так. Интересно. Здесь вот победа идет в каком-то документе. Может, это диплом об образовании, получение какого-то документа, сертификат, документ, лицензия, диплом, опять же таки. Виза тоже может быть, да. Вот этот документ как будто бы для вас двери открывает. Вы очень долго боролись за этот документ, вы очень долго хотели его получить. Кто-то, может быть, даже, там, не знаю, попыток 10 делал, чтобы получить. Времени потратили, денег потратили, нервов потратили. Вот. Сдвинется с мертвой точки. Вы этот документ обязательно получите. И я вам так еще скажу, да, у вас есть какие-то мысли, какие-то вот предположения. Ну, допустим, да, вы хотели получить визу для того, чтобы уехать в другую страну. Долго вам там отказывали, да, либо вам пришлось там потратиться и по времени, по деньгам, чтобы собрать определенные документы, что-то там доказать, показать, я не знаю, там, консультантов в конце концов нанимать. Вот, и вы хотели получить ее для того, чтобы, уехать, да, допустим. Это как пример, просто пример. Вот, а вы вот получите эту визу, еще какая-то вот ситуация, да, что-то поменяется. Вот, и эта виза вам как двойную радость принесет. То есть вы еще дополнительно что-то благодаря этой визе получаете. Либо, например, диплом. Там, вы учились, вы закончили там учебное учреждение, либо какие-то курсы. И вы думаете: о, будет у меня эта корочка, и я там пойду устроюсь на более там высокооплачиваемую работу. Да, вы на нее устроитесь, но работа будет прям совсем крутая. То есть вам вот это образование либо как-то засчитают, либо как-то вот на него посмотрят, как это что-то невероятно особенное. Может быть, платить вам больше станут, либо действительно
начальником там сделают, да, скажут, что у нас тут все без образования, а у тебя образование, давай ты будешь тут начальником. Вот, просто какой-то бонус еще дополнительный, приятный несет. Получите, обязательно получите. Тут совсем чуть-чуть осталось подождать. У кого-то прям на днях, а у кого-то, может быть, там в течение 2-3 недель. Все будет, не переживайте. Ваши вот эти усилия, они не напрасны, они не пропадут. Так, и еще одна очень важная победа, это по здоровью победа. Мне почему-то идет про девочек, кто хотел забеременеть, да, ребеночка иметь. Что-то не получалось, прям совсем не получалось. Вы очень много страдали, очень много каких-то мучительных пережили, я не знаю, то ли анализов, то ли манипуляций, не знаю, операций, что-то вы пережили. Прям шли вот на это все с мыслью, да, готова перенести любую боль, лишь бы ребеночек был. Победа идет, забеременеете, вот эти все усилия, они не напрасны, забеременеете. Кстати, очень похоже, что 2 деточек сразу будет. 2 деточек сразу, либо 1, но очень крупненький. Вот, тут-тут-фу. Так, и для людей, кто просто вот каким-то нехорошим болячкам был подвержен, страдал от нехороших болячек, здесь именно идет мучение. То есть вас эта болячка, она мучила, да, какие-то прям неудобства доставляла. Здесь не было страха, что ой, там, я помру от этой болячки. Нет. А вот именно это было физически либо очень больно, либо неудобно, либо вы как ограничены были из-за этой болячки. Что-то такое идет. Здесь идет очень эффективное лечение. Либо уже проведено, либо будет проведено. Вы победите эту болезнь. Вы победите. Она уйдет и никогда больше не вернется. Вот это замечательно. Так, мои хорошие, я за всех вас безумно рада. Вот кто зашел на мою цыпочку, знаете, вы не просто так сюда попали, вы должны были это услышать, и это обязательно с вами произойдет. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.